Сухумский роддом обеспечивает квалифицированную медицинскую помощь женщинам во время беременности, родов и при гинекологических заболеваниях. Медучреждение включает несколько отделений – родильное, гинекологическое, отделение патологии беременных. Кроме того, врачи-неонатологи лечат и выхаживают недоношенных младенцев, а также детей, появившихся на свет с различными заболеваниями. Работаем мы давно. Работа у нас поставлена, я считаю, неплохо. Хотя, конечно, хотелось бы кое-что изменить, какое-то оборудование еще приобрести. Что касается медикаментов, все медикаменты, которые необходимы вообще по родовспоможению, мы получаем от фонда медицинского страхования. То есть ни одну таблетку, ни одну ампулу, ни одна наша роженица, родильница, рожающая женщина не приобретает самостоятельно. В роддоме работают специалисты разных направлений. Это акушеры, гинекологи, медсестры, санитарки. Медучреждение практикует совместное пребывание матери и ребенка, а также грудное вскармливание с первых дней жизни. У нас достаточно среднего медперсонала, и работают они давно и слаженно. Больших претензий, больших вопросов к этой теме у меня нет. Младший медперсонал с переменным успехом. Они часто меняются. Вот бывают, пришли, поработали месяц, 3 недели, увидели, какая у нас сложная работа. У нас очень непросто. Бывает, что младший персонал долго не задерживается. Но что касается старшего персонала, то есть врачей опытных, что касается медсестер опытных, с этим у нас неплохо очень даже. Ни для кого не секрет, что некоторые жительницы Абхазии предпочитают выезжать на роды в Россию. По словам Белы Пилия, около 100 женщин в год рожают за пределами нашей страны, тогда как среднее количество рожениц в Сухумском роддоме примерно 1300-1400 человек. Профессиональную помощь в медучреждении могут получить не только жители Сухума, но и иногородние, а также иностранные граждане. Бела Пилия рассказывает, что есть и те, кто специально приезжает рожать в Абхазию из городов России, Армении, Таджикистана, Узбекистана. Каждый человек ищет там, где ему удобнее, спокойнее и лучше. Мне трудно сказать сейчас конкретно. Может, кто-то ищет более высокий уровень оказания медицинской помощи, но в основном люди думают, что если они родят в Сочи, значит, они получат сертификат материнский, они получат эти все выплаты на детей. И чаще всего так и бывает. Там сделано все для того, чтобы привлечь наших людей туда. Но я хочу сказать одно. Мы своему роддому доверяем, мы на себя надеемся, иначе все наши дети, наши дочки, наши невестки, всех наших врачей, все рожают у нас здесь в Сухуме. Это, я считаю, главным показателем. И, конечно, мы не могли не задать заместителю главврача больницы главный вопрос – сколько стоят роды? Несмотря на все то, что говорится в народе, в Сухумском роддоме нет ничего платного официально, ничего. Это, пусть никто об этом не говорит, платных услуг у нас нет. Приезжает, откуда бы она ни приехала. Ни для кого у нас нет исключения. Роды у нас бесплатные. Если вы там какие-то делаете нарушения сами, это ваша проблема. Но ни один человек к вам не должен подойти и не сказать, что вы должны заплатить. Что касается карантинных мер, то здесь они по-прежнему соблюдаются. Медперсонал в масках, повсюду стоят антисептические средства. Родовспоможение ковид-положительных женщин медучреждение не осуществляет. Исключения составляют экстренные случаи. Если поступает женщина подозрительная на ковид, которая уже в родах, которую уже нельзя никуда не переводить, не отправлять, ничего, у нас есть изолятор. Абсолютно извините за тавтологию, абсолютно изолирован от всех других помещений. Значит, туда назначается отдельная акушерка и отдельный врач. И все это время, пока женщина находится в изоляторе, пока она родит, пока у нее ранний послеродовый период, и пока мы не получим результат ПЦР-исследования, вот эти сотрудники находятся с ней. Нам удалось пообщаться и с новоиспеченными мамами. Олеся Гончарук уже в 4-й раз в роддоме.
Я очень довольна пребыванием здесь, потому что такого отношения мы нигде ни в какой стране не увидим, честно. И что касается даже детских врачей, детский персонал вообще, медсестры, все просто замечательные, санитарки. На высшем уровне врачи просто бесподобные. Просто чуть-чуть внимания роддому, чтобы у них было все всегда под рукой, все оборудование, все, что нужно. В целом, по словам Беллы Пилия, статистика родов в Сухумском медучреждении за последние 5 лет не меняется, оставаясь практически на одном уровне. Хотелось бы, конечно, чтобы родов было больше, и мы способны обеспечить большее количество родов, но пока вот так. Хочется, чтобы наши женщины подумали об этом. Между прочим, сейчас молодые женщины лучше стали рожать. У очень многих молодых пар появился третий ребенок, кто-то уже задумывается о четвертом. Но в наших условиях нам надо рожать побольше. Поэтому мы с удовольствием принимаем всех этих женщин, которые многорожавшие, многодетные. Мы им стараемся оказать всяческую помощь, то, что в наших силах, то, что в нашей компетенции. С начала этого года в Сухумском роддоме родились 376 детей, из которых 3 двойни. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.